Кому-то со стороны покажется, что мы находимся на стройке какого-нибудь этнокомплекса, но нет. Это первый в Центральной Азии мусороперерабатывающий завод. После запуска этого комплекса он сможет перерабатывать 1000 тонн отходов, превращая мусор в электроэнергию. Разве это не чудо? Все это сырье будет перерабатываться с использованием современных технологий сжигания и фильтрации, а вырабатываемое тепло преобразовывается в электроэнергию. Таким образом, завод не только решает проблему утилизации мусора, но и помогает обеспечить город энергией. Сколько вообще было потрачено денежных средств на вот такой масштабный проект? Согласно инвестиционному соглашению, общая сумма проекта составляет $95 миллионов. Из этих средств ни один тиын не был потрачен ни из городского бюджета, ни из республиканского бюджета. То есть мы, грубо говоря, в выигрыше? Мы, грубо говоря, не вложили сюда ни одного сомма, но при этом, как вы видите, здесь уже построен первый в Центральной Азии такой завод. Да? Ну что-то ведь, наверное, запросили наши инвесторы? Здесь у них на 35 лет мы дали самоокупаемость $95 миллионов, это немалая сумма. У них есть еще самоокупаемость, это минимум 15 лет, после чего примерно 20 лет они еще будут здесь работать. Завод разделен на 4 ключевых блока. Блок приемки мусора, блок переработки и сжигания, где будет происходить их термическая утилизация. Кстати, температура здесь будет достигать 1000 градусов. Турбинный блок, именно здесь образующийся пар вращает турбины, генерируя электроэнергию для городской сети, и система фильтрации и охлаждения. Этот масштабный проект – это не просто новая стройка, это стратегический шаг к зеленому будущему Бишкека, где отходы становятся не проблемой, а источником энергии.